Здравствуйте! В эфире новости на телеканале АТВ. Главные новости на сегодня. Открытие спортивного сезона в Гагаузии. С миру по нитке. Незаконная торговля топливом. КВН в Басарабяске. Международный день музеев. Безопасные каникулы. Летние каникулы уже совсем скоро порадуют учеников, но кроме детской радости существует проблема для взрослых. Чем же занять ребенка в период каникул и как научить вести себя осторожно, чтобы избежать неприятностей? В гимназии Тараклии сотрудники инспектората полиции рассказали учеников 4 и 5 классов о всех необходимых правилах поведения на улице и обращения с техникой. Подробнее об этом в нашем сюжете. В преддверии летних каникул не только родители ломают голову над тем, как организовать отдых для своих детей. Кроме того, если до сих пор они были под присмотром учителей большую часть времени, то летом такого контроля не будет. Значит, их надо готовить сейчас. Как обращаться с бытовой техникой, вести себя с незнакомыми людьми и на улицах города. В гимназии Тараклии об этом рассказали сотрудники инспектората полиции ученикам 4 и 5 классов. Многое из лекций ребята уже знали, однако полезное тоже смогли для себя извлечь. Узнал новое, что лучше, если едет поезд, не надо, даже если ты сможешь быстро пробежать, не надо, перебегать, лучше подождать, пока он проедет. Скажи, а ты с какими ситуациями встречался на дорогах? Я встречался с ситуациями, когда один парень лет 20 выбежал и чуть не произошла авария. А ты как бы поступил в этой ситуации? Я бы лучше переждал бы, пока все машины проехали бы. Если тебе подходит незнакомый человек и просит подвезти на машине до дома, то ты в любом случае не соглашайся. И я узнала, что нельзя переходить дорогу, когда едут машины, и надо переходить дорогу строго по пешеходным переходам. И я знала, что нельзя отвечать дома, когда ты дома один, нельзя отвечать на незнакомые номера. И надо пить таблетки без назначения врача. И я узнала на этом уроке, что не нужно играть на проезжей части, не нужно играть там, где поезда проходят, и не нужно ставить на рельсы камушки или копейки. Если, например, родители тебе не разрешают какой-то техникой пользоваться, не надо ее зажигать. Если ты не умеешь пользоваться газовой плитой, не надо ее зажигать. Если ты, например, не выключив ее, то потом газ будет по всему дому, и ты можешь задохнуться от этого газа. Чуть более сложные темы для старшеклассников. Правила работы в сети интернет, социальных сетях, насилие в семье или со стороны сверстников. Куда обращаться, если твои права ущемляют, и к чему может привести нарушение закона. Я оскорблял, меня оскорбляли. Мы, конечно, до полиции это дело не доводили, мы разбирались сами, но теперь буду сдержанней. И я считаю, что для меня будет полезным то, что я узнал, какой штраф, и я буду сам сдерживаться, не буду оскорблять других. Но вы много чего-то узнали. Например, я много чего этого знала и до сих пор. Я, например, не знала, что караются и родители, или люди, с которыми мы проживаем, опекуны. По статье тоже ведь я не знала этого. Мне повезло, что у меня еще таких ситуаций не было, и, надеюсь, их не будет. Но в случае чего я буду знать, куда обратиться. Период летних каникул один из самых сложных как для родителей, так и для представителей правопорядка. За первые 5 месяцев в Тараклии не было зарегистрированных случаев детского травматизма. Однако ситуация на дорогах и нарушение закона малолетними гражданами остается сложной. Часто можно увидеть, как и в республике, как и в районе дети остаются очень часто летом без присмотра, могут нарушать законы. И смотришь порой, и некому за этого ребенка либо вступиться, и ребенок получается жертвой, и ребенок порой и не знает, куда обратиться. Поэтому мы проводим эти лекции в школе, во всех учебных заведениях нашего района. По мнению инспектора и согласно данным, такие информационные кампании оказывают определенное влияние на поведение детей и сокращение случаев детских правонарушений и травматизма. По крайней мере, за последние несколько лет в этой гимназии не было ни одного зарегистрированного случая.
Сотрудники службы расследования экономических преступлений и инспектората полиции Унгень обнаружили около 7 тонн горючего у мужчины села Флорень. Мужчина занимается незаконной торговлей топливом на дому, за что теперь ему грозит штраф. Подробнее об этом далее. Порядка 7 тонн горючего на общую сумму 80 тысяч лей конфисковали сотрудники службы расследования экономических преступлений и инспектората полиции Унгень. В результате следственных мероприятий полицейские установили, что мужчина из села Флорень района Унгень занимается незаконной торговлей топливом на дому. Служители правопорядка провели обыск в доме 54-летнего подозреваемого и обнаружили металлическую цистерну объемом в 10 тонн, в которой находилось 7 тысяч литров топлива, измерительный прибор со шлангами и электрический насос. По данным полиции, мужчина продавал горючее по 11 лей и 3 бана за литр. Товар был конфискован, а мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере 3000 лей за розничную продажу нефтепродуктов в канистрах и другой таре непосредственно из автоцистерн, а также за розничную торговлю бензином и дизельным топливом вне автозаправочной станции. Историк Степан Булгар презентовал в научно-исследовательском центре Гагаузии книгу под названием «Гагаузские женщины в годы Великой Отечественной войны». Материалы для этого сборника автор собирал в различных архивах более 40 лет. Детский муниципальный коллектив Кадынча города Камрад представит Гагаузию на международном танцевальном конкурсе в Италии. Коллектив неоднократно становился номинантом многочисленных конкурсов и фестивалей не только в Молдове, но и за пределами страны. В городе Чудерлунга на опасном дорожном проспекте установили сферическое зеркало безопасности. Зеркало для обзора дороги с целью безопасности дорожного движения разместили на пересечении улиц Буджакская и Проездная. По мнению местных властей, данная мера поможет сократить до минимума аварийность на данном участке дороги. Ежегодно 19 мая в Республике Турция отмечают День молодежи и спорта. В этот день празднование проходит и в Гагаузии. В 10-й год подряд в Камрадской библиотеке имени Кемаля Ататюрка состоялся юбилейный шахматно-шашечный турнир. Победителям турнира будут вручены медали, дипломы и ценные подарки от посольства Турции, которое финансировало мероприятие. В нем изъявили желание участвовать десятки школьников из Камрата и Кангас. Почти месяц прошел с 30-летия взрыва реактора на атомной электростанции в Чернобыле, но в Тараклии еще проходят мероприятия, посвященные этой дате. Концерт был организован в лицее имени Ивана Вазова, где были собраны средства на строительство памятников в честь ликвидаторов последствий аварии. Подробнее по данной теме далее. Концерт, посвященный 30-летию со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции в лицее имени Ивана Вазова, был организован как отголосок прошедшего в апреле месяца вечера памяти в районной библиотеке. Такое мероприятие мы решили провести, во-первых, посетив мероприятие в Центральной библиотеке. Танова Надежда Дмитриевна провела в честь 30-летия памяти жертв Чернобыля прекрасное мероприятие, где души детей, за душу детей задела именно то, что простые наши горожане, жители района были на этой атомной электростанции. И мы решили провести вот такое мероприятие памяти. Мы решили поддержать этих взрослых людей и хотим, чтобы в нашем городе был такой памятник. Тогда ликвидаторы последствий аварии поделились с учениками лицея не только своими воспоминаниями о прошлом, но и своей болью о настоящем. Памятник, который напоминал бы о событиях тех лет, о потерянных жизнях и здоровье, не может быть воздвигнут из-за нехватки денег. Ученики лицея, обеспокоенные ситуацией, приняли решение помочь в строительстве монумента. Я считаю, что Чернобыльская авария атомной электростанции, она очень глобальна, и наш мир, он должен помнить всегда такое. И этим концертом мы показали то, что мы отдаем дань уважения тем людям, которые погибли, которые помогали ликвидировать последствия
радиации. Мы и наше поколение, и наши будущие дети хотим помнить и знать всегда о том, что произошло. Выразить дань уважения людям, которые рисковали жизнью и здоровьем ради светлого будущего, откликнулись и ученики гимназии города, приняв приглашение поучаствовать в благотворительном концерте. Мы решили участвовать в этом концерте, так как это память о тех людях, которые попали в аварию Чернобыльской АЭС. Я считаю, что памятник чернобыльцам нужен, так как это память о умерших людях, пожертвовавших жизнью за нас. Ученики и руководство лицея не стали акцентировать внимание на собранные средства в помощь ликвидаторам последствий. Все деньги будут переведены на банковский счет общества «Чернобыль». В выходные в Басарабяске прошел конкурс КВН, в котором приняли участие команды из 4 учебных учреждений города. Поболеть за команду пришло много зрителей. В зрительном зале не осталось ни одного пустого места. О том, какая команда, по мнению жюри, оказалась самой веселой и находчивой, наш следующий сюжет. Самые веселые и находчивые ребята из 4 учебных учреждений Басарабяски померились остроумием в ходе игры КВН. Перед началом юморины КВНщиков поприветствовал глава города Валентин Чимпаеш. Здесь у нас присутствует Гагаузия наши соседи. Надеюсь, что следующий КВН мы совместно, Басарабяска, Камрадча, Гадлунга, конечно, проведем эти соревнования, определимся, где, может даже у нас в городе. Всем желаю, конечно, побед и теплых дружеских встреч. Командам предстояло проявить себя в таких заданиях, как приветствие, разминка, конкурс капитанов, видеоконкурс и домашнее задание. Мама. Игорь! Вот так вот, да, значит, вы со мной? Я, значит, к вам с добрыми намерениями, так сказать, с открытым сердцем. Можно сказать, что душу вам свою отдаю. А вы так, Вера Ивановна, со мной, да? Ты же постоянно пытаешься меня подколоть. Что ты имел в виду, когда написал под нашими окнами, что я дура? А что вы взяли, что это на вам адресовано? Может, тут еще какая-то Вера Ивановна проживает? Где? В частном доме проживает? А ну сюда иди! Руки! Между прочим, я к вам еще хорошо отношусь. Ты ко мне хорошо относишься? Сейчас я тебя наберу! Такие ассоциации, такая музыка. Ассоциации? Ну все, падла, держись! Мама, успокойтесь, мама, это криминал. Вон мальчик в юбке пробежал. Мама, Ира, помоги, Ира, убьет. Шаванна Антонелли, Вера Фишер, Режинальду Фария, Даниэла Эшкобар, Адриана Леса, Неуза Боржес. Своими выступлениями участники игры КВН остались довольны. Я доволен, мы постарались, мы выложились как могли, и мне кажется, это хороший результат. Пока что мы еще сыграли не все, но мы довольны, как мы сыграли приветствие, и разминкой мы тоже довольны. Ну, игрой в целом я, конечно, доволен, но, конечно, хотелось бы и лучше, и результаты лучше, но в целом нормально, да. Конечно, доволен, потому что все вышло супер, все сыграли свои роли как надо, так что все хорошо. Герои, которых вы показываете на сцене, похожи на вас? Если да, то в чем? Не все. Некоторые похожи. Вот, допустим, я играла тещу в первой сценке в приветствии. Наверное, я буду такой же. Конечно, похоже. Я стараюсь играть на сцене то, что я чувствую. И в основном это какие-то такие интересные, безбашенные роли, где можно себя проявить, свою смекалку, свое чувство юмора. Вот в основном такие роли. В зрительном зале не было ни одного пустого места. Подготовку команд зрители оценили по достоинству. Ребята подготовились очень хорошо. Они готовились около где-то 1,5 месяца, и все довольны. Я оценю очень хорошо, они подготовились очень классно, все круто и позитивно. Конкурсы оценивало жюри. После подсчета всех баллов первенство взяла команда под названием Black Star гимназии номер 22. Именно ей достался кубок КВН, диплом и денежная премия в размере 1600 леев. Проигравших команд нету, есть участники, которых мы уважаем и желаем им успехов. И чтобы они в следующий раз тоже победили. И самого наилучшего желаю всем. Остальные команды без внимания тоже не остались. Все они получили дипломы и денежные вознаграждения в размере 800 леев каждая.
Чего не хватило игрокам для достижения победы? Ну, я думаю, нам не хватило времени и немного слаженности. Наверное, чуть-чуть времени для того, чтобы улучшить свои номера. Плюс ко всему КВНщики награждались в следующих номинациях. В номинациях «Лучший капитан» и «Лучшая режиссура» отличилась команда «Селфи со смехом» лицея Матей Басараб. В номинации «Лучшая шутка на разминке» блеснула команда «БЭМС» лицея имени Пушкина. В номинациях «Лучший игрок», «Лучший музыкальный номер» и «Лучшее приветствие» отличилась команда Black Star гимназии номер 22. Каждая выигранная номинация прибавила к основным премиям еще по 100 лей. Игры КВН были организованы в Басарабяске общественным объединением «Фидбэк» при поддержке примарии города. Игра КВН стала первым этапом проекта «Привет, Бессарабка». Каждая команда пожертвовала 20% от своих премий на обустройство парковой зоны при въезде в Бессарабку и городскую навигацию. Ежегодно во многих странах отмечается Международный день музеев. Такой праздник играет важную роль, так как он служит привлечению внимания окружающих к роли музея в обществе. Ведь различные экспонаты напоминают нам об истории и культуре нашего народа. Музеи для социальной гармонии. Под таким лозунгом прошло празднование в этом году. О том, как отпраздновали такое событие в музее города Каушень, следующий сюжет. Целью этого праздника является привлечение внимания окружающих к роли музея в обществе. Каждый год мероприятие имеет определенную тематику, посвященную различным проблемам. В этом году оно проводится под лозунгом «Музей для социальной гармонии». Город Каушень тоже может гордиться своим районным музеем. Десятки экспонатов, собранные у людей, украшают музейные выставки. О них нам рассказала директор учреждения Мария Бондаренко. Вот эту фигуру в виде дака, оседлавшего коня, нам подарил господин Илья Глух. Ее хотели даже забрать в Академию наук. Я считаю, что это очень ценный экспонат. Данные плиты были найдены во время археологических раскопок у церкви Успения Божией Матери. Каменный молоток подарен господином Василием Мирчаденой. Эти яйца с севера Молдовы – символ пасхальных праздников. Они не деревянные, а настоящие и очень красивые. Ежедневно районный музей Каушень открывает свои двери для посетителей всех возрастов. Здесь проводятся экскурсии, литературные чтения, театральные спектакли, представляются новые выставки. В музее находится несколько сотен экспонатов, которые уже негде уместить, и десятки национальных ковров, вышитых каушанками. У нас много ковров, мы находим их забытыми и брошенными в людских домах, но они очень редкие и красивые, а главное, сделаны вручную. Увлеченные историей юные жители Каушень тоже частые гости музея. Здесь много вещей, которые носили наши деды и прадеды, очень старые вещи. В музее можно узнать о древних национальных костюмах, о других вещах из прошлого. В Молдове есть 108 музеев, в которых находится свыше 700 тысяч экспонатов. Наиболее посещаемые из них – музей этнографии и естественной истории, Дом-музей Александра Пушкина, Национальный музей истории и археологии, а также Национальный музей искусства. Самый старый музей этнографии и естественной истории. Он был основан в 1889 году. В районе Каушень в селах Займ и Кайнарь находится также Дом-музей Алексея Матеевич. День спорта и олимпийского движения. Под таким названием состоялось открытие спортивного сезона 2016 в Камрате на городском стадионе. В честь такого события выступили коллективы из разных населенных пунктов Гагаузии. После официальной части открытия спортивного сезона участники продемонстрировали свои умения в области спорта. Подробнее об этом наш следующий сюжет. В Камрате на городском стадионе состоялось открытие спортивного сезона 2016 года под названием «День спорта и олимпийского движения». Многочисленные спортивные коллективы из разных населенных пунктов Гагаузии приняли участие в данном спортивном празднике. Все они прошли торжественным маршем по стадиону. Мы привезли сюда волейболистов, теннисистов, баскетболистов, несколько боксеров. В спортивную школу, конечно, как было сказано уже, по восточным единоборствам у нас есть 2 призера Европы. Вот. Буквально 2 недели назад волейбольная команда «Спиранца Гагаузия», которая из воспитанников спортивной школы состоит, заняла 1-е место в чемпионате Молдовы. У нас школа работает уже 10 лет. Мы за 10 лет имеем 14 мастеров спорта.
За этот период мы достигли очень больших результатов. Сегодня у нас выступают, на данном празднике у нас выступают такие спортсмены, как мастера спорта, чемпионы Молдовы, призеры Молдовы. Есть у нас девушка, которая выполняет мастера спорта международного класса. Но она сейчас готовится на Европу, на мир. Я помню в наши времена, в советское время, мы каждую субботу, воскресенье какие-то спортивные мероприятия были по городу, в Бараганском лесу, в Тараклийском лесу. Очень много спортивных мероприятий, молодежь была задействована в спорте. Сейчас детей трудно, потому что компьютеры и мало мероприятий. Трудно их оторвать от компьютера. Участники мероприятия рассказали о своих достижениях и о том, что значит в их жизни спорт. Сначала я учился в школе и в классе на уроке, и потом зашел тренер, и он сказал, вот открылась федерация тэквондо. Я думал и все-таки решил пойти. И пошел, мне очень понравился это вид спорта, очень интересный, коллектив дружелюбный, все очень хорошо. Поначалу было тяжело, но теперь уже более легче стало. Сейчас на данный момент у меня тренируется порядка 50 детей. 50 детей. Есть 3 группы у меня, есть младшая, самая маленькая группа, это есть и детский садик, есть 6 лет. И начинается уже там 4, 5, 6, 7, 8, 9 классы. 4 года назад. 4 года назад я начал заниматься боксом. Да. И вот в течение этих 4 лет? В течение этих 4 лет я добивался разных мест. Первые, вторые были и третьи. После официальной части открытия спортивного сезона участники праздника продемонстрировали показательные выступления по дзюдо, боксу, тяжелой атлетике и вольной борьбе, а также состоялись встречи по футболу и волейболу между сильнейшими командами Гагаузии. Это все новости на сегодня. В студии работала Елена Челак. Больше наших новостей вы можете посмотреть на нашем новостном сайте atv.md. До встречи в эфире.